ваши задачи, проводить домашние кружки, обучение и так далее. То есть будет активным лидером. Ваша задача именно так удерживать вашу команду. Понятно, да, здесь? Потому что всем легко что? Уйти, чем остаться. Правильно же? Следующая сила приумножения. Сила приумножения. Почему большинство просто являются клиентами, но не занимаются бизнесом? Ответ очень простой. Не понимает, что такое сила приумножения. Сила приумножения – это когда ваши усилия 10-кратно, 100-кратно, 1000-кратно, 10 тысячкратно увеличиваются. Потому что первая сила работы на себя, она всегда что подразумевает? Вы используете 100% своих потенциалов. Когда вы работаете на кого-то, у вас потенциал никогда не развивается. Ваш потенциал не развивается, потому что вы как сонная тетеря начинаете ходить. Вот, например, бывают магазины, когда вы заходите, в магазинах некоторые работники спят. А? Ну вот так просыпают и спят, да? Вот в таком состоянии человек использует свою энергию и свой потенциал на 100%. Что он делает? Он использует свою энергию и свой потенциал, и свои способности, навыки, в котором у него есть. А у него, поверьте, есть такие навыки, способности лидерские, да? В каждом человеке есть. Он использует его всего лишь на 0%. Ну, 10%, чтобы стоять на двоих. Да? Все, 0%. И представляете, что будет с этим человеком, если ничего не поменять? Ничего не произойдет, так же останется. А почему это происходит с ним? Потому что его задача просто дотерпеть до 5 часов вечера, до 6 часов вечера, когда работа закончится. Потом он домой пойдет и в конце месяца получает зарплату. Все. Больше никаких он усилий не прикладывает. Ему не надо обучаться, ему не надо саморазвиваться, ему ничего не надо делать, ему надо просто приходить в магазин и делать то, что, ну, там, разложить на полке продукцию, там, или охранник, если он простоять, просто на людей посмотреть, чтобы не воровали ничего, да? То есть минимально от него требуется. И человек уже привыкает к этому минимализму, он приходит и не использует свою силу. А когда человек работает на себя, он что делает? Когда человек работает на себя, он бегает, рвется, мечется. Он пытается выйти на результаты. Потому что если он не выйдет на результаты, никто ему не заплатит никаких денег. Поэтому, когда человек на себя работает, он работает на 100%. Он использует весь потенциал, то есть свой мозг, свою энергию, свои эмоции, свою физическую активность. То есть он делает все возможное, чтобы добиться успеха. Вот сила работы на себя и означает сила приумножения. Второе – это сила способностей и навыков. Когда вы работаете на зарплату, ваши навыки и способности не развиваются. Они статичны, они заморожены. Согласны с этим? Вот я работал, например, инженера-строителя. У меня, может быть, развивались инженерские, строительские навыки, да? Опыт я набирался, но мои человеческие навыки, мои лидерские навыки, они не развивались. Они оставались замороженными. Мой эмоциональный навык оставался замороженным. Я очень вспыльчивый человек. Вы можете поверить мне, что я был очень вспыльчивый человек? Нет. А? Нет. Никто сегодня не верит. Потому что я не гневаюсь. То есть я смог обуздать свой гнев. Благодаря чему? Благодаря именно развитию, лидерскому, эмоциональному развитию. Вот Гермет Батырбековна может подтвердить, что я гневался часто, да, ребята? Сейчас получше. То есть наша задача это развиваться, и именно на работе, к сожалению, таких способностей мы не получаем. Именно здесь, когда мы работаем на себя, особенно в сетевом бизнесе, мы учимся, как контролировать наши эмоции. И как расти как лидер, да?
все обладают определенными навыками и способностями. Правильно же? И они дополнять начинают вас. Они начинают дополнять вас. И вы становитесь мощной командой. Если вы один раньше были слабы, то вместе с ними вы, благодаря их способностям, навыкам, вы становитесь еще лучше. Потому что в вашей команде один из них умеет очень хорошо приглашать людей на встречу. Один из них хорошо очень умеет презентацию давать, особенно по продукции сеть-врача. Да, люди просто, у нас так повелось, что если человек является врачом, то автоматически к нему люди доверяют. Вот, у нас так. Кто-то у вас в команде учитель, он очень хорошо даст обучение. Да? То есть они дополняют вашу команду. Поэтому сила приумножения именно в этом. Следующее — это сила связи. Потому что каждая связь, каждый человек знает 200 человек. Вот. И если из этих окружений там есть разного рода очень успешные люди. Очень успешные люди. Вы, может быть, не знаете этих успешных людей, но ваши новые партнеры в вашей команде знают этих успешных людей. Да? Ну, например, если вы можете не знать президента Узбекистана, да, сегодня, не знаете его лично, да? Но ваш будущий новичок, партнер, 15 проводят? Да. В Алмате есть? Есть. В Москве есть? Есть. Они все работают над результатами. Именно над вашими результатами. Понимаете? Сила времени это тоже означает. Сила связи. Сила связи. Вот я сказал, что сила связи — то, что очень большое количество людей, которых вы не знаете, успешных людей, именно познакомитесь именно через эти связи. Например, я 10 лет тому назад никого успешных людей не знал. Но сегодня именно вот этим благодаря связям я практически каждого знаю успешного человека. То есть мы с ними встречаемся, с ними общаемся и ведем разного рода сотрудничество. Итак, как начинается ваш бизнес? Ваш бизнес начинается вот так. Если вы хотите в команде заиметь 100 тысяч людей, вы пока один. Но люди, вот клиенты, особенно, которые не понимают сетевой маркетинг, они думают, один я должен пригласить 100 тысяч человек. 100 тысяч человек вы не пригласите, это невозможно. Поэтому люди сразу опускают руки. Из-за непонимания, как работает сетевой маркетинг. Потом, ваша задача в первую очередь выйти на вот этот второй уровень, чтобы в вашей команде 10 человек было. Это вы можете пригласить, проработать. Не обязательно, чтобы все эти 10 человек были ваши приглашенные. То есть это могут быть приглашенные ваших приглашенных, 10. Но если 10 человек, уже цель приближается к этому. То есть 100 тысяч, 10 человек намного быстрее соберет 100-тысячную команду, чем один. Правильно же? Ваш следующий шаг, когда у вас 10 будет, ваша следующая задача — это собрать 100 человек в команде. Когда 100 человек у вас в команде собирается, следующая ваша задача — собрать 1000 человек в команде. С вашей же командой. Потом собрать 10 тысяч человек в команде. Когда вы соберете 10 тысяч человек в команде, если из 10 тысяч человек в команде просто по 10 человек пригласить в бизнес, у вас будет 100 тысяч человек в команде. 100 тысяч. То есть, как эта система работает? Сначала вы должны нацелиться на 10. Всем новичкам говорите, нацелься на 10. Чтобы в команде у тебя 10 человек активных было. Потом 100, потом 1000, потом 10 тысяч. А потом уже после 10 тысяч, там и 100 тысяч будет легко достичь, когда этот человек ушел к своим родственникам и забыл про свои цели. Определять нужно приоритетные дела. Самые приоритетные дела — это те, которые помогают вам добиваться успеха и результатов по достижению цели. А если это не связано с вашей целью, просто вы должны уметь еще отказывать. Кто умеет отказывать? Первое, что приоритетные дела — это уметь отказывать. Определять и уметь отказывать. Если вас будут приглашать или мешать вам достигать цели, вы должны просто поговорить с человеком, отказать: я не могу, у меня цель, через год давай увидимся. Хорошо?
Потому что я когда цель поставил, мои друзья начали звонить мне, говорить, нужно же пиво попить, там, нужно ходить там, на дискотеку надо сходить, там надо еще там, на пикник, на рыбалку выехать. Я им сказал, слушайте, ненужные дела, неприоритетные дела не высасывают из вас ваш потенциал. Вы как будто идете и свой потенциал тратите ненужное время, с ненужными людьми. А у вас потенциал мощнейший, поэтому вы приехали. Вы хотите развиваться, поэтому вы здесь находитесь. Но потом вам другие не дают развиваться. К сожалению, так бывает. Всегда мешает, кто-то мешает всегда развиваться. Он приходит и начинает говорить разные предложения. Заходить в ваше подсознание мышления. Чувствовать, что вы должны. Но вы должны понимать ваши приоритетные дела. Понимаете? Я говорю, что вы должны быть хорошим мужем. В первую очередь вы должны быть хорошим что? Мамой, да? А для мамы, для папы что самое лучшее для детей? Когда дети в достатке живут. В Коране написано, не оставляйте ваших детей бедными. Это означает что? Это означает, что я вырасту и потом не буду спрашивать у своих детей, помоги мне, накорми меня, дай денег. Нет. Это означает, что вы вырастили ваших детей и сказали, вот мне $2 миллиона, я пошла к Богу. Когда вы уйдете из жизни, ваши дети должны остаться с миллионами. Она говорит, не оставляйте ваших